Услуги ЖКХ подорожают более чем на 4% в следующем году в России. Со следующего года также прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке. Если мораторий на неуплату будет отменен, множество семей столкнется с проблемами, предупреждают специалисты. Большинство окажется в тяжелой ситуации из-за долгов. При этом возможные штрафы, которые могут составить до 100 тысяч рублей, еще не самое страшное. Куда страшнее отключение света, отопления и воды в зимний период. Тарифы на газ в следующем году будут проиндексированы на 3%, электроэнергия подорожает на 4%. Услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения увеличатся в цене на 4%. Также на 4% с июля следующего года вырастут тарифы на вывоз мусора. При этом, отмечают эксперты, это средние показатели по России. Каждый регион вправе устанавливать свои тарифы в диапазоне от 3,4 до 6,4%. Премьер-министр России Михаил Мишустин решил возмещать затраты туроператоров по возврату туристов из-за рубежа за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране. Глава правительства внес необходимые изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом. На поддержку отрасли, пострадавшей из-за ограничений по COVID-19, ранее правительство выделило 3,5 миллиарда рублей. Субсидиями частично компенсируются расходы на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Около 40% российских кафе и ресторанов в 2020 году сменили собственников из-за экономических трудностей, вызванных пандемией. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Как он отметил, в первую очередь сложности коснулись тех рестораторов, которые арендуют помещения и работают в крупных городах. Кроме того, по мнению эксперта, из-за экономической ситуации руководители будут экономить на новогодних корпоративах. На фоне падения покупательной способности многие компании вместо мероприятий в кафе и ресторанах предпочтут воспользоваться сервисами доставки еды в офис. В этом году срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. В связи с этим гражданам, кто имеет в собственности имущество, транспорт, земельные участки, во избежание начисления пени рекомендуется оплатить налоги до наступления предельного срока. В этом году изменилась форма налоговых уведомлений. С уведомлением больше не направляются отдельно квитанции на уплату долгов. Вместо этого появилась возможность быстрой оплаты налогов через QR-код, который позволяет произвести оплату налогов в онлайн-режиме через мобильные приложения банков. Для этого необходимо навести камеру смартфона на QR-код. С помощью мобильной версии налогоплательщики, владеющие объектами налогообложения, могут в режиме онлайн контролировать наличие начислений и задолженности по имущественным налогам. В приложении «Налоги физлиц» доступны также функции по просмотру сведений об объектах имущества и страховых взносов. При использовании сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» налоговые уведомления не направляют по почте. Россияне перечислили подарки, которые не хотели бы получать на Новый год. 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком назвали предметы одежды. При этом мужчины жаловались на это втрое чаще женщин. 4% опрошенных назвали нежеланными подарками новогодние сувениры – свечи, брелоки, статуэтки и магниты. Конфеты, шоколад или торт посчитали неудачными презентами 3% россиян. Столько же высказались против косметики и парфюмерии. Значительная часть, 18% опрошенных, назвала единичные варианты неудачных подарков, среди которых оказались кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. А 24% респондентов назвали худшим новогодним сюрпризом отсутствие подарка.